Уважаемые соотечественники, на 18 апреля эпидситуация по COVID-19 выглядит следующим образом. За сутки из стационаров выписано 16 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом. Выписано из Бишкека 4 пациентов, в Джалабадской области 12. При выписке результаты ПЦР-анализов на коронавирус у всех отрицательные. За все время эпиднеблагополучия выписано с выздоровлением по всей стране 130 пациентов. На 18 апреля зарегистрировано 17 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это в Волжской области 5 случаев, из них в Наукатском районе 4, в Карасуйском районе 1 случай. В городе Ош 1 случай, в Нарынской области, в Атпашинском районе зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. Это связано со случаями заражения среди контактных лиц. В Кыргызстане всего подтвержденных случаев таким образом 506, из них в Джалабадской области 93, в Волжской области 140, в городе Ош 74, в Чуйской области 28, в Бишкеке 102, в Баткенской области 5, в Нарынской области 56, в Высоковской области 8 больных. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 не зарегистрировано. Количество медработников и сотрудников медицинских организаций остается прежним, 116 случаев. Из зарегистрированных положительных случаев 270 составляет женщина, 236 мужчины, практически одинаковое количество. Среди новых случаев 4 женщин и 13 мужчин. По возрастному составу дети в возрасте до 50 лет, до 15 лет 50, из них до года 3 детей, от 16 до 19 14, от 20 до 35 лет 126, от 35 лет до 55 191, 55 и старше 125. Таким образом у нас зарегистрировано 506 заразившихся. В стационаре на сегодня находится 371 пациент. В тяжелом состоянии на сегодня 12 пациентов. У нас 6 находятся в реанимации. В средней тяжести в удовлетворительном состоянии 359 пациентов. Как я уже сказал, выписано 130, умерло 5. Продолжается лабораторное исследование на коронавирусной инфекции. На сегодня взято на исследование 31 460 анализов. Исследовано уже 30 868. За сутки проведено 1850 исследований. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными составляет 7738. Из них близкие контакты, то есть первая категория, составляет 1663. Вторая категория составляет 6075. Таким образом, 7738 человек находятся под внимательным наблюдением медицинских работников. Среди них проводятся все противоэпидемические мероприятия, проводятся лабораторные исследования. Все случаи заражения, которые выявляются на сегодня, идут среди контактных лиц. Среди общей популяции населения распространение не наблюдается. Мы поэтому очень внимательно расследуем каждый случай заболевания коронавирусной инфекцией, уточняем всех буквально контактировавших лиц, по категориям их рассматриваем, соответственно, по всем алгоритмам мы проводим среди них вот такие мероприятия. Все границы очагов очерчиваются, устанавливаются, соответственно, проводятся очень большие противоэпидемические мероприятия, включая лабораторные исследования, включая и дезинфекционные мероприятия в больших масштабах и в частных дворовых условиях и по населенным пунктам. То есть общая такая гигиеническая обработка. Здесь хочется отметить, что процесс заражения происходит в основном из-за тесного контакта в бытовых условиях. И такого массового распространения, поэтому это пока не имеет. Оно, как вы знаете, коронавирусная инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, но это в меньшей мере.
чаще всего вот, мы наблюдаем передачу коронавирусной инфекции чисто вот из-за несоответствующего соблюдения таких личной и такой общественной гигиены. Так и на сегодня на обсервации в Кыргызстане находится 1075 человек. Это необходимая такая мера, потому что мы уточняем все контакты, держим на обсервации. Здесь проводятся в условиях обсервации лабораторные исследования и проводится первичное медицинское обследование. В последующем они находятся дальше под домашним карантином, где продолжается за ними медицинское наблюдение в течение 14 дней. Затем по результатам ПЦР-анализов на 12-13 сутки эти категории людей снимаются с медицинского учета.